Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь месяц для стрельцов. Это 2020 год, июнь. Посмотрим, что ждет по декадам. 10 дней у нас, да, каждые 10 дней. Будем добавлять из цыганской колоды информацию. 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы. Так, и основная карта — пятерка мечей. Карта, которая говорит о том, что вам нужно будет искать какую-то новую опору в своей жизни. Но мечи — это в основном у нас наши мысли, наши убеждения, это какие-то идеи, это все, что связано с интеллектуальной деятельностью. Поэтому вот будет очень много таких вот мимолетных каких-то настроений, когда нам сложно понять, куда идти дальше, как выходить на новый уровень, может быть, на какую работу менять старую, где искать новые источники дохода. В общем, здесь у нас такие сложные моменты могут быть в этом месяце, когда мы выбираем новую дорогу. Мы понимаем, что кризис, ну, как бы уже в разгаре, его не избежать, и нужно с этим что-то делать, то есть нужно закрепляться на новом уровне. Пятерка мечей у нас вообще карта очень интересная, она у нас астрологически связана с Венерой в весах. А почему здесь кризис? Потому что у нас как бы разлетаются в пух и прах те договоры, которые у нас были. Может быть, работа вроде бы стабильная, которая обещала быть долго, она вдруг исчезает, да, может быть, падает зарплата, либо расторгаются договоры вообще, либо надо менять работу, искать новую, да. И вот здесь могут быть такие сложности. Если говорить об отношениях, то такая же песня может быть и в браке, да, в паре. Если, допустим, кризис вас коснулся, это распространяется и на отношения. То есть то, что вы обещали друг другу, вы можете забыть под воздействием таких вот эмоций, да. И вообще у нас Венера связана с деньгами, тут могут быть сложности с деньгами, и вот как бы такие судорожные поиски, да, нового источника дохода, может быть, беремся за одно, за другое, за третье и так далее. Что еще тут можно сказать? Проблема с самооценкой может быть, придется срочно как-то ее восстанавливать. Видимо, события предыдущие, они вот поколебали нашу веру в себя, и нам нужны рядом люди, которые бы нас поддержали, такие, знаете, союзники, а может быть, даже кто-то будет и адвоката искать, то есть здесь имеется в виду, если, допустим, у вас какие-то юридические вопросы решаются. В общем, здесь вы думаете о том, как бы у вас наладилась работа, как бы начать зарабатывать, может быть, по-новому, может быть, как бы сбережения какие-то заиметь, да, отложить деньги. Могут быть потери, которые нужно срочно восстанавливать. Что еще тут может быть? Могут быть вопросы питания еще решаться. Если, допустим, у кого-то сложности, сложности со здоровьем, именно с желудочно-кишечным трактом, то вот, может быть, нужно будет какой-то диеты придерживаться, не переедать и так далее. Так, что еще? Может быть, даже придется продавать что-то ценное для того, чтобы были деньги. Давайте посмотрим больше всего, о чем эта карта говорит. Ну, больше всего говорит о доме, о близких, о друзьях и так далее. Больше об отношениях даже, чем о работе, да. Ну и работа тоже, стабильность. В общем, как-то в равной степени у нас, значит, и о работе, о деньгах, и об отношениях эта карта говорит. А теперь первые 10 дней месяца. Семерка мечей. Опять же, мечи у нас, да, еще пока что, но это уже все равно, ну, здесь пятерка, тут семерка, то есть мы, значит, продвигаемся все-таки из своего кризиса выходим и пытаемся что-то сделать, как-то вернуть, может быть, какие-то позиции свои, да, или вернуть утерянное. В любом случае мы здесь на новый уровень уже выходим. Семерка — это всегда карта, знаете, когда мы слушаем свою интуицию, она нам очень хорошо подсказывает,
показывает, где деньги лежат, где наша работа и так далее, да, что с отношениями делать. То есть мы здесь можем быть очень продуктивны, да, мы можем здесь правильные действия совершать. Самое главное тут как бы не слушать слишком других людей, потому что вот карта именно интуитивная, когда внутри нас ответ. Если же мы начинаем слушать других, нам, конечно же, они же не слышат нашу интуицию, они в нашей шкуре не живут, да, и поэтому они со своей позиции рассуждают и не могут точно знать, что нам нужно, а мы слушаем других людей и упускаем какую-то важную возможность. А семерка мечей также нас предупреждает от чужого, да, не брать чужого ничего ни в коем случае, никак, потому что здесь могут быть какие-то тяжелые последствия. В отношениях не создавать как бы треугольников любовных, да, если в деньгах не брать там чужих денег и так далее. То есть вот могут быть желания, которые сбивают нас с пути, и они будут очень сильными, поэтому лучше их даже не допускать, иначе потом трудно с этим справиться, да, а потом могут быть какие-то проблемы связаны, то есть мы можем усугубить даже свою ситуацию. В общем, самое лучшее здесь слушать себя, слушать свою интуицию и как бы действовать в рамках закона, в рамках совести и так далее. Посмотрим, чего больше всего здесь касается. Больше всего здесь касается новых каких-то людей, новой работы, да, нового источника дохода и так далее, каких-то перемен. То есть перемены наступают, вот кризис, вот перемены, да, а вам как бы хочется как можно легче, как можно быстрее из них выйти, и, может быть, закрываете глаза на закон, закрываете глаза на совесть, вот этого ни в коем случае нельзя, потому что здесь может быть большая проблема из-за этого. А теперь вторая часть месяца, здесь уже налаживание идет ситуации, уже возвращение такого душевного равновесия, и появляются нужные люди, появляются деньги, появляется работа. В общем, все здесь становится на круги своя, возвращается. Карта замечательная для того, чтобы возвратился назад какой-то шанс, который в прошлом, может быть, потеряли. Для того, чтобы вернулись люди, которых вот вы потеряли раньше, которых вы даже, может быть, и ждать забыли. В общем, здесь действительно все может быть очень даже хорошо разворачивается для вас. Посмотрим, с чем это связано. Это связано с деньгами, с людьми, мужчина какой-то может вернуться. Это связано еще с тем, что вы потеряли, может быть, даже вот в материальном, да, может возвратиться, даже как подарок может от кого-то прийти. Хорошее очень время, то есть зря вы тут переживаете, у вас здесь все улучшается. А в конце месяца, вообще с 20 до окончания месяца, у нас с карты старшего аркана звезды. То есть вообще начинают осуществляться все ваши желания, появляются даже несколько источников дохода, у вас как бы мысль работает, идеи какие-то вы начинаете притворять в жизнь. Кстати, вот эта карта у нас говорит о том, что вы привлекаете внимание нужных людей, вы на волне, удача с вами, да, то есть здесь все очень у вас хорошо становится. Также карта говорит о том, что могут появиться какие-то новые планы, надежды, в общем, снова захочется жить. Карта дохода от бизнеса, если у вас есть бизнес, или это карта зарплаты, может быть, даже как-то у вас появится возможность денежки на то, чтобы купить себе какую-то одежду очень красивую, чтобы выглядеть как-то не похоже на других людей. Может быть, вы здесь будете работать с какими-то новыми технологиями. В общем, что-то здесь очень такое для вас новое, интересное. Вы обновляетесь, люди вас замечают. Очень хорошо здесь все происходит. Давайте посмотрим, чего больше касается. Ну, больше всего это касается перемен в нашей жизни. Да, вот они у нас в середине месяца наступают. И мы только успевать должны, чтобы за всем успеть. Да, то есть, чтобы все реализовать. Теперь посмотрим отношения. Отношения для стрельцов. Те, кто в поиске партнера, десятка пиковая, вы встречаете, скорее всего, нового человека в путешествии, в отпуске, да, вы можете познакомиться с людьми, которые
что-то вам продают или вы им продаете при крупных каких-то сделках, во время обучения. В общем, когда вот что-то меняется в вашей жизни, да, вот рядом с вами будут эти люди. А карта говорит о том, что нужна активность от вас. Так, дальше. Для тех, кто в паре, семерка трефовая. Карта говорит о том, что в паре, конечно, могут быть сложные взаимоотношения. Вы можете как-то расстраивать друг друга, нервы друг другу трепать, да. Может быть, просто из-за того, что сложные времена, связанные с работой, с деньгами, вы можете срываться на своем близком человеке, вот как в каком-то отчаянии находиться, в разочаровании, может быть, даже своим близким человеком разочарованы, что у него там, допустим, нет работы или еще что-то в этом роде. Может быть, кстати, просто усталость. Может быть, знаете, вы крепились все предыдущее время, а сейчас вдруг это все выходит наружу. Но карта говорит о том, что здесь хорошо помогает работа. Уходите в работу с головой, и не будет у вас как бы сил на то, чтобы срываться на партнера. Так, что еще здесь может быть дополнительно в этом месяце? Ну, в основном здесь перемены тоже в отношениях. Кстати, для тех, кто собирался в отпуск, да, вот есть здесь возможность все-таки вырваться, но, может быть, здесь вы не всей семьей поедете, да, а как-то по одному будете отдыхать. Может быть, там недостаточно будет денег на отпуск, вот так, как вы планировали. Может быть, перемены какие-то очень резкие, связанные с большим количеством людей, да, и вы как-то туда можете попасть. Кстати, здесь может быть организация каких-то больших мероприятий, там юбилея с большим количеством гостей, свадьбы или еще чего-то. И вот здесь вот у вас может быть много сил уходить, много денег, и может быть даже разногласия по этому поводу будут. Ну, в общем, дело житейское, скажем так, обычные рядовые ситуации. Здесь вполне можно все привести как бы в норму, в порядок. Самое главное вот стараться не срываться на своем близком человеке, не винить его в том, что, ну, в чем он не виноват, понимать, что это просто наша усталость, наше раздражение, да, от того, что мы как бы в такой ситуации сложной находимся. Вот и все. Для тех, кто в ссоре, да, король пиковый. Но здесь вы помиритесь 100%, тут без сомнения. Для тех, кто... Кстати, может какой-то человек, там отец, дедушка, бабушка, вот кто-то из старших может помирить. Для работы семерка пиковая для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что ваши, скорее всего, резюме дадут результат. Да? Ну, то, что вы рассылали резюме, наконец-то даст результат, появится у вас возможность. Может быть, пригласят на собеседование, да, может быть, это будет работа, связанная с бумагами, с коммуникациями, с письмами, звонками и так далее. Это, кстати, может быть работа как бы творческая или работа, связанная с преподаванием, обучением, да, может быть работа, связанная с юридическими какими-то бумагами, вплоть до того, что на почте даже вы можете устроиться. В общем, там, где бумаги, там, где связь между людьми, там и ваша работа. А теперь для тех, кто работает. Десятка бубновая говорит о том, что у вас есть возможность в этом месяце поучиться. И не то, что даже есть возможность, а вам это необходимо. Может быть, даже, допустим, ваше руководство поставит вас перед выбором. Либо вы учитесь или переучиваетесь, да, на какую-то другую профессию, либо, вернее, направление, либо вас уволят. То есть, может быть, очень серьезно даже это все. То есть, здесь учиться обязательно нужно. Кроме того, здесь...
повышение профессионализма, да, навыки какие-то профессиональные. То есть это не просто образование какое-то, а вам нужно реально мастером стать. То есть это может быть даже не надо поступать в какое-то учебное заведение, да, или на какие-то курсы идти, а вам просто нужен мастер, человек, профессионал, который вам бы передал какие-то свои секреты. А для тех, у кого свое дело, девятка бубновая, здесь карта говорит о том, что будут какие-то значительные перемены, может быть, даже окончание какого-то дела, да, может быть, вы одно закончите и будете думать, как новое начать, или уже даже начнете что-то. Может быть, прям серьезная такая трансформация в ваших делах. Но вот все-таки карты не рекомендуют вам заканчивать дела совсем. Даже если у вас там сложности какие-то были, и вот именно в том виде ваш бизнес не может продолжаться, в каком был, вам просто его нужно как-то трансформировать, переделать, что-то в нем поменять, да, как бы основу оставить, посмотреть, что может вам, ну, послужить, да, для зарабатывания денег. Достану еще одну карту. Да, вот если ваша работа связана с коммерцией, если она связана с продажами, импортом, экспортом, вот это просто нужно, может быть, поменять продукт, потому что это будет работать. Если же у вас другие какие-то были, ну, другая какая-то деятельность у вас, дорогие стрельцы, то тогда вот желательно связать свое дело с продажами. Вот тогда либо посредническая какая-то деятельность. Вот тогда вы останетесь на плаву. Посмотрим, что поможет зарабатывать, да. А для тех, у кого зарплата, выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что будут какие-то сложности с получением зарплаты. Может быть, будет очень много расходов на дом, на семью, там, на здоровье, на питание, на отдых и так далее, да. То есть может не хватить, допустим, зарплаты. Это раз. Во-вторых, может быть, вы будете переживать, там, заплатят, не заплатят, в полном объеме или нет. Но в любом случае, смотрите, здесь ситуация должна разрешиться, ну, наверное, ко второй половине месяца. А теперь для тех, у кого свое дело, валет пиковый говорит о том, что доходы уже будут, скорее всего, от нового дела. То есть по-новому вы как-то трансформируете свой бизнес, и уже источник дохода поменяется, будет уже денежка от нового вашего дела, скажем так. А может быть, вы оставляете то, что было, и добавляете просто еще один новый источник дохода. Денежек тут много не будет, не так, как вы, может быть, привыкли, или не так, как вам хотелось бы, но это только начало, это все еще будет расти, так что как бы не переживайте, это просто временно. Посмотрим совет. Совет для стрельцов на июнь месяц. Восьмерка червовая. Ну, карта говорит о том, что самое важное для вас сейчас сохранить семью, сохранить отношения, сохранить, может быть, дом, недвижимость, да, то есть вот то, на что можно опереться, то, что вас поддерживает и защищает, вот это самое важное сейчас сохранить. А деньги, дело, все это такое прочее, оно как бы со временем все равно вас будет устраивать, нормализуется все, да. То есть самое главное сейчас для вас вот именно взаимоотношения с близкими и ваш дом, ваши как бы родные стены. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.